Москва готовится к важному событию. Первому пятничному намазу после реставрации в 200-летней мечети. Название «историческое» соответствует ее возрасту. Завершаются последние приготовления перед встречей верующих, которые начнут стекаться сюда с самого утра. Гости и прихожане увидят дом Аллаха, каким он был 88 лет назад, до закрытия в 1937 году. Но история общины уходит корнями гораздо глубже, во времена Московского царства. По заверению историков, татарская слобода, располагавшаяся в Замоскворечье, возникла не позже XVI века и просуществовала до второй половины XX века. Ныне об этом напоминает улица Большая Татарская и ее самая главная достопримечательность – историческая мечеть. Она основана в 1823 году. Однако архивные документы неопровержимо свидетельствуют – мечети в Замоскворечье существовали и до нее. Прошения мусульман к императору и их переписка с городскими властями ясно говорят об этом. – 1823 год. Летом 1823 года московский купец первой гильдии из бухарцев Назарбай Алибаевич Хашалов выкупил землю и выстроил на свои средства новое богослужебное здание. Первым имам-хатыбом мечети служил Сайфуль-Мулюк Асхапов. 1858 год. В 1858 году, как следует из первого известного нам плана Замоскворецкой мечети, верующие провели первый ремонт, расширили крыльцо и вестибюль за ним. С 1833 по 1867 год имам-хатыбом мечети являлся Рафек Бекбулатович Агеев. В 1867 году имам-хатыбом стал его старший сын Хайретдин Рафекович Агеев. 1873 год. Старостой Замоскворецкой мечети, начиная с 1860 года, был купец третьей гильдии Ибрагим Абуль-Хайрович Девишев. При нем в 1871-1873 годах вокруг мечети построен каменный забор, а над крыльцом мечети появился небольшой купол с полумесяцем на шпиле. В том же 1971 году на средства купца Мухаммеда Рахима Исакова мусульмане построили рядом с мечетью бревенчатое здание школы для детей-мусульман. 1882 год. Во второй половине XIX века население Москвы росло стремительно. Это касалось и мусульман, которые в 1880 году подали прошение генерал-губернатору. Они просили разрешить увеличить эту мечеть по фасаду, поскольку мечеть вмещала не более 300 прихожан, а этого категорически не хватало. Так и случилось. В результате перестройки здания в 1882 года мечеть была расширена по восточному и западному фасадам. Над обеими пристройками и над крышей основного объема мечети были построены минареты. Реконструкцию провели по проекту архитектора Дмитрия Пивницкого, а спонсором работ стал купец первой гильдии Салих Юсупович Ерзин. Как и другие ведущие предприниматели из татар, он являлся постоянным прихожанином мечети в Замоскворечье. В 1913 году, после 46 лет служения, почил имам-хатыб Хайретдин Агеев. Его пост занимает зять Абдулла Шамсуддинов, которому суждено будет возглавлять религиозную жизнь до 1936 года. 1915 год.
В ноябре 1913 года по инициативе и прошению попечителя мечети Садека Салиховича Ерзина в строительное отделение Московской городской управы было подано прошение с просьбой разрешить возвести двухэтажное с подвалом каменное здание на земле мечети. Проект здания был утвержден в декабре 1914 года. Открытие нового здания религиозной школы состоялось в сентябре 1915 года. 1917 год. Что такое советская власть? После Октябрьской революции 1917 года школа была закрыта. Долгие годы в этом здании располагались различные организации. Вместе с исторической мечетью оно было возвращено верующим лишь в 1992 году и сегодня выполняет роль административного корпуса. – 1936 год. Наступают трагические времена для исторической мечети и ее духовенства. 29 апреля 1936 года имам Замоскворецкой мечети Абдулла Шамсуддинов и его жена арестованы по обвинению в антисоветской деятельности. 10 февраля 1937 года имам расстрелян. Его супруга, дочь Хайретдина Агеева Магирябастай, умерла в лагере в 1942 году. 1937 год. В 1937 году историческая мечеть была закрыта. Тщетно пытались московские татары вернуть ее после окончания Великой Отечественной войны. Несколько попыток в 1944-1947 годах, в том числе под руководством генерала Якуба Чанышева, окончились безрезультатно. В советское время здание передавалось под нужды типографии и штаба гражданской обороны, мастерских и военкоматов. 1967 год. В 1967 году были снесены минареты исторической мечети, разрушена и каменная ограда, которая фиксировала границы земельного участка мечети. С конца 1980-х годов старейшины татарской общины неоднократно ходатайствовали о возвращении мечети. В ноябре 1990 года было принято решение Моссовета передать здание религиозному обществу мусульман. 1993 год. В 1992 году на средства посольства Королевства Саудовская Аравия в Москве при личном участии посла Абдель-Азиза Ходжи и шейха Ибрахима Аль-Анкари состоялась реконструкция мечети. В следующем, 1993 году, мечеть была заново открыта после долгих лет забвения. – 2020 год. Однако не была решена проблема восстановления исторического облика здания. Этот вопрос поднял муфти шейх Равиль Гайнуддин на встрече с президентом России Владимиром Путиным 4 ноября 2020 года. Глава государства поддержал главного муфтия. Пункт о содействии Духовному управлению мусульман Российской Федерации в восстановлении исторического облика комплекса зданий мусульманской мечети и медресе в Москве вошел в перечень поручений правительству. 2022 год. 30 мая 2022 года председатель Духовного управления мусульман Российской Федерации муфти шейх Равиль Гайнуддин и раис Татарстана Рустам Минниханов посетили историческую мечеть города Москвы. Они договорились совместно работать над восстановлением комплекса зданий мечети и медресе Татарской Слободы города Москвы.
Проекту оказали поддержку заместитель председателя правительства Российской Федерации Марат Хуснуллин, мэр Москвы Сергей Собянин. На ремонтно-реставрационные работы средства выделило Министерство культуры Российской Федерации. 2024 год. В декабре 2024 года в исторической мечети Москвы начались ремонтно-реставрационные работы. Совершение богослужений временно перенесли в специально оборудованное здание. Строители обновили все инженерные коммуникации, укрепили фундамент и перекрытие, минарет и навершие перестроили в соответствии с проектом Пивницкого. Реставраторы очистили фасад от старой штукатурки и отштукатурили заново. По архивным документам восстановили все элементы внутреннего и внешнего декора. Специалисты бережно восстанавливали исторический михраб, который был замурован в атеистическое время и не восстанавливался даже в 1992 году. Предмет особой гордости – люстра. Это сохраненная реликвия от первоначального здания Московской соборной мечети. В 1904 году татарское купечество Замоскворечья передало эту люстру в дар второму мусульманскому приходу Москвы. Она украсила только что построенную мечеть в Мещанской Слободе, которая ныне известна как Московская соборная. При реконструкции соборной мечети на проспекте Мира люстру сберегли, а ныне отреставрировали. И самое главное, все минареты исторической мечети были возвращены на свои места. Именно этот архитектурный элемент является узнаваемым символом татарской слободы. 19 декабря 2025 года. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Альхамдулиллахи раббил аламин. Аля нигматил Кур'ан. Пятничная молитва 19 декабря 2025 года впишет новую страницу в историю самого старинного мусульманского храма Москвы. Аллаху Акбар. Возвращение мечети к ее историческому облику – это не просто реставрация, это восстановление культурного и духовного наследия, события, который имеет огромное значение не только для мусульман, но и для всех жителей столицы.